Тема нашего сегодняшнего урока – внутренняя энергия и способы ее изменения, теплопроводность, конвекция и излучение. Наряду с механической энергией все тела обладают внутренней энергией. Обычно говорят как? Это энергия, заключенная внутри тела. Что означает энергия, заключенная внутри тела? В 7 классе и на предыдущем уроке мы говорили, что частицы, из которых состоят вещества, движутся и взаимодействуют друг с другом. А это означает, что энергия движения – это что у нас? Это кинетическая энергия. И энергия взаимодействия – это потенциальная энергия. Отсюда можно сделать вывод. Что же такое внутренняя энергия? Это энергия движения и взаимодействия частиц, из которых состоят вещества. Внутренняя энергия обозначается буквой У. Единица измерения – это джоули, так как это энергия. Энергия любая измеряется в джоулях. И можно записать вот такую нехитрую, простенькую пока формулу. Внутренняя энергия – это суммарная кинетическая энергия хаотического движения всех молекул плюс суммарная потенциальная энергия их взаимодействия. Наоборот написал. Это потенциальная, это кинетическая. Суммарная потенциальная и суммарная кинетическая. И говорим, что энергия движения и взаимодействия частиц, из которых состоят тела. Это внутренняя энергия. Теперь способы изменения внутренней энергии. Внутренняя энергия изменяется. То есть изменения можно провести совершением работы, и теплопередачей. Теперь, что касается совершения работы. Разберем этот способ. Если мы возьмем латунную пробирку, как-то мы ее закрепим, где-то сюда немножечко нальем несколько капель эфира. Эфир – это легко испаряемое вещество, и закроем пробочкой. А теперь, если обмотать веревочкой, так, несколько раз, и начинать двигать эту веревочку туда-сюда, за счет совершения работы латунная трубочка нагревается, эфир испаряется, и пробка вылетает. То есть здесь что получается? За счет чего вылетает пробка? За счет того, что внутренняя энергия внутри эфира, внутри этой пробирочки увеличилась. Делаем вывод, что если работа совершается над телом, мы двигали веревочку, нагревали пробирочку или трубочку эту, и эфир испарялся. Так вот, если работа совершается над телом, его внутренняя энергия увеличивается. Так покажем. Теперь смотрите, рассмотрим еще один опыт. Если мы возьмем колбу, такую колбу, закроем ее пробочкой, то же самое, и сюда вставим, трубочку, и будем с помощью насоса, так я покажу, накачивать. В какой-то момент давление внутри колбочки увеличивается, в результате этого пробка вылетает. В результате здесь образуется такой легкий туман. А мы знаем, образование тумана происходит при понижении температуры. А это означает, что внутренняя энергия воздуха, находящегося здесь, уменьшилась. Второй вывод, который мы делаем, если работу совершает само тело, то его внутренняя энергия уменьшается. Итак, подведем итог. Если работа совершается над телом, сюда обратите внимание, то внутренняя энергия увеличивается. Если само тело совершает работу, его внутренняя энергия уменьшается.
Вот это очень важный момент, то есть совершение работы. Ну и теперь за счет изменения внутренней энергии, за счет теплопередачи. Вот. Теплопередача бывает трех видов. Начнем с простой. Теплопроводность. Теплопроводность. Можно провести такой вот опыт. Если взять, закрепить две проволочки, ну вот так я покажу. Одну, скажем, медную, вторую железную. И с помощью воска или пластилина прикрепить гвоздики сюда. Ну, вот так я покажу. И вот это вот место, то есть края этих проволочек, будем нагревать на спиртовке. То есть передавать некую тепловую энергию. То мы видим, что гвоздики начинают падать по очереди. Первый этот упадет, первый, второй этот, третий этот и так далее. У железа то же самое. Но вот время, в течение которого происходит падание гвоздей в медной проволоке и в железной будет различное. Вот. Так вот, теплопроводность. Что такое теплопроводность? Это передача энергии от более нагретых частей тела к менее нагретым. Опыт показывает, что гвозди падают поочередно, в определенной очередности. Причем падают этот первый, второй, третий и так далее. Не бывает, что этот упал, потом этот упал и так далее. А это означает, что энергия передается постепенно от более нагретых участков тела к менее нагретым. Это и есть теплопроводность. Так как время падения у проволочек будет различное, сделаем вывод, что разные вещества обладают различной теплопроводностью. Ну и можно провести, вот даже дома можете провести такой опыт. Берете руку, кладете на лист бумаги, подержали немножечко, тепловые ощущения получили некие, перевели на стол, на поверхность стола, подержали. А потом можно взяться за металлическую часть, ну, за металл какой-нибудь. И вы, на первый взгляд, вам покажется, что бумага теплее, дерево чуть прохладнее и металл более холодный. Так вот, запомните, все неживые вещества в одном помещении имеют одинаковую температуру. Почему металлы на ощупь кажутся более холодными? А потому что они обладают хорошей теплопроводностью. Они очень быстро забирают энергию от вашей руки, поэтому они кажутся более холодными. Это то, что касается теплопередачи. Те вещества, которые обладают плохой теплопроводностью, они являются хорошими теплоизоляторами. Вот. Это бумага, может быть, воздух, кстати, обладает маленькой теплопроводностью, поэтому является хорошим теплоизолятором. Например, современные кирпичи при строительстве делают вот таким вот образом. Здесь делают вот такие вот углубления, вот, в которых находится воздух. И когда ведется кладка, вот этот воздух как раз способствует сохранению тепла. Ну и не только сохраняет тепло, и наоборот, скажем, жаркое время сохраняет более прохладный воздух в помещении и так далее. Следующий вид – это конвекция. Что такое конвекция? Если вы когда-нибудь наблюдали процесс нагревания воды, ну, например, возьмем ту же колбу, нагревание воды, и видели, наверное, ну, вот здесь вот так находится вода. Вот так. Вот. Вы знаете прекрасно, что жидкости нагревает снизу. Вот. Что здесь происходит? Если бросить какой-то краситель, то можно наблюдать следующее, что вот здесь, когда нагревается вода, возникают вот такие потоки, которые мы назовем конвекционные потоки. Более нагретая вода, имея меньшую плотность за счет выталкивающей силы, поднимается наверх. Здесь охлаждается, потому что наверх идет
более теплый поток и опускается вниз. И за счет вот этих конвекционных потоков нагревание происходит очень быстро. Можно провести такой опыт, который доказывает. Вот сюда набрать воду, и если нагревать вот в этой части вверху, то здесь вода может нагреться и даже закипеть. То есть покажем, что пар вот так выходит. В этой части температура воды вот внизу будет более холодная. Почему? Потому что за счет конвекционных потоков вода прогревается только здесь, а теплопроводностью вода обладает слабенькой. Поэтому нужно достаточно много времени, чтобы прогрелась вся вода. Поэтому жидкости нагревает снизу, обязательно снизу. Так вот, что такое конвекция? Что такое конвекция? Конвекция – это нагревание воды с самими струями жидкости или газа. То есть, ну, например, вы бывали в походах, и когда у вас рука, допустим, руки замерзли, костер горит, вы подходите и держите руки над костром. Восходящие тепловые потоки воздуха или теплые потоки воздуха нагревают вашу руку. И следующий – это излучение. Или его еще называют лучистый теплообмен. Лучистый теплообмен или излучение происходит за счет электромагнитных волн. Электромагнитные волны – это, например, инфракрасные волны. Нагретое тело излучает эти волны и передаются по всем направлениям. Это лучистый теплообмен. Есть такой прибор, который называется теплоприемник. Он представляет собой вот такой вот цилиндрический сосуд, пустотелый внизу. С одной стороны или одна сторона его окрашена темным цветом, другая светлым. И соединяется, ну, например, вот так трубочкой покажем, с жидкостным манометром. Вот, вспоминаем 7 класс, знаете, что такое жидкостный манометр. Вот, и сюда. Обратите внимание, что воздух нагревается, когда вы подносите к какому-то телу. Воздух нагревается, давит на воду, и здесь вода опускается, здесь поднимается. Означает, что в этом случае давление увеличивается. Вот 3 вида теплопередачи: теплопроводность, конвекция и излучение.